Добрый день, уважаемые участники. Добрый день, Челдос Пулатова. Добрый день, Владимир Козлов. Сегодня вы основные выступающие в этой сессии. Я хочу отметить, что данная сессия у нас появилась благодаря нашему партнеру Кыргызской Республики, партнеру конференции UNFPA Кыргызской Республики. Как вы до этого слышали, наверное, вопросы демографии должны стать актуальными, и, надеюсь, будут актуальными у нас в ближайшие 20-30 лет. И в поддержку изучения демографических вопросов мы хотели бы представить 3 работы, которые представят уважаемые панелисты. Первая работа у нас называется «Влияние мегатрендов на репродуктивные права в Кыргызской Республике через призму семейного планирования, планирования семьи». Вторая работа – это какие факторы влияют на раннюю рождаемость в развивающихся странах. Это кейс от Кыргызстана. И предпочтение сыновей в Центральной Азии, какие факторы влияют на это, возможно, и когортная разница. Последние 2 работы представит уважаемый Владимир Александрович Козлов. Слово я предоставляю Челдос Пулатовой. Она у нас из Американского университета в Центральной Азии. Вам слово. Спасибо, Чуро. Позвольте мне поделиться экраном. За последние 20-30 лет в глобальной картине мира происходит то, что можно назвать одним словом рост. Простите, что-то у меня с связью. Речь идет о росте населения, о росте городов, продолжительности жизни, объема данных и росте неравенств. Все эти аспекты количественного роста влияют на качество экосистемы, в которой до сих пор жило человечество. Необходимо отметить, что жизнь каждого человека начинается в семье, а семья – это институт, который тоже все время изменяется. И начало жизни человека в этой семье, оно определяет на то, какой личностью становится этот младенец и какой вклад он или она сделает в общую экосистему нашей планеты. В Кыргызстане семья тоже претерпевала изменения. Данные переписи населения в Кыргызской Республике 89, 99 и 2009 годов по стране отмечают некоторое увеличение размера семьи с 4,7 человек в 1989 году до 5 в 2009. За этот период показатель этот вырос только в городских поселениях, и это связывается с миграцией сельских жителей в города, тогда как в селах он остался неизменным. Этот обзор мегатрендов был предпринят в попытке понять, что происходит и будет происходить в области планирования семьи на фоне стремительно меняющегося мира и так называемых кризисов и катастроф, которые периодически встряхивают мир, то одновременно все страны, то отдельные страны или регионы. Учитывая специфику сектора планирования семьи, мы как группа авторов и заказчики в лице фонда ООН в области народонаселения и Кыргызского альянса планирования семьи, мы отобрали 5 мегатрендов, которые имеют самое непосредственное или очевидное воздействие на то, что происходит с репродуктивными правами кыргызстанцев и что можно сделать, чтобы эти трансформации глобальные вывели Кыргызстан на уровень более высокого индекса человеческого развития. И речь идет о 5 мегатрендах. Это первое – демография и внешняя миграция, урбанизация и внутренняя миграция, тренд здорового образа жизни и растущей продолжительности жизни, развитие технологий экономического развития и тренд трансформации госуправления и растущего неравенства. Схема анализа мегатрендов строилась по следующей логике. Первым делом мы описывали мегатренд,
что он из себя представляет глобально и в Кыргызстане. Например, демография и внешняя миграция. Каждый мегатренд отражается на уровне макро, что означает уровень страны и общества, и выражается через драйвера или так называемые движущие силы, которые имеют широкий спектр воздействия. Например, рост продолжительности жизни. Эти драйвера или движущие силы дают возможность визуализировать развитие подтрендов через создание сценария или макропрогноз. Например, мы сформулировали вот такой сценарий, как рост количества стареющего населения становится нагрузкой для системы здравоохранения. Далее этот макропрогноз, в свою очередь, позволяет увидеть воздействие на будущий продукт, услугу или технологию и запланировать или изыскать ресурсы на их создание. Здесь происходит переход на микроуровень, то есть уровень индивидуумов, конкретных организаций и институтов. И завершающим этапом обзора мегатренда становится анализ возможностей и неудовлетворенных потребностей. Например, мы можем вести речь о повышении человеческого потенциала, о необходимости повышения человеческого потенциала, информировании мигрантов, обучении миграционных служб и так далее. То есть об этом мы подробно рассмотрим далее. Таким образом, мы переходим уже, собственно, к мегатрендам. Мегатренд первый. Глобальными демографическими трендами середины 20 века является снижение рождаемости и старение населения, что вызвало необходимость коренного пересмотра подходов в работе системы соцзащиты и пенсионной системы. Процессы постепенного снижения рождаемости, старения населения и рост доли такого населения наблюдается во всех странах мира и представляет собой значимую социальную трансформацию. В Кыргызстане этот тренд находится на стадии, когда смертность населения снизилась, а рождаемость еще продолжает оставаться высокой. В последние годы темп прироста численности населения по мировым меркам остается довольно высоким. Это более 2%, и достигается это за счет естественного прироста. Процесс снижения рождаемости в стране начался в 60-х годах прошлого века и в долгосрочном периоде неминуемо продолжится из-за изменяющихся условий. Это условия урбанизации, выхода женщин на рынок труда, более высокого уровня образования населения, то есть увеличение срока обучения, использование контрацепции, реализации репродуктивных прав и планирование семьи. И вот в первом мегатренде наши драйвера включают рост продолжительности жизни, феминизация миграции, снижение рождаемости, усиление неравенства и гендерные стереотипы. Эти драйвера позволяют нам визуализировать то, как мы можем использовать эти потоки, такие крупные потоки, чтобы создать желаемую ситуацию. Например, мы можем утверждать, что рост количества стареющего населения становится нагрузкой для системы здравоохранения. Но при системном внимании к вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья мы можем сохранить здоровье населения и обеспечить высокий индекс человеческого развития. На следующем шаге этот сценарий развития подталкивает нас к рассмотрению возможностей создания новых продуктов, услуг или технологий. Например, новые услуги планирования семьи и репродуктивного здоровья. Мы можем расширять услуги для мигрантов, информировать или повышать сознательность граждан миграции о долгосрочных рисках игнорирования вопросов планирования семьи и о возможностях услуг. Этот шаг приводит нас к анализу возможностей и неудовлетворенных потребностей в области планирования семьи и репродуктивного здоровья. И в этом мегатренде, например, мы могли бы подумать о повышении человеческого потенциала, информировании мигрантов, обучении служб, партнерство с НПО и частным сектором в обеспечении контрацепцией и услугами репродуктивных прав человека. Второй мегатренд. Как и во всем мире,
Рост численности городского населения в Кыргызской республике в основном связан с внутренней миграцией. Крупные города, областные и районные центры республики выступают центрами притяжения трудоспособного населения в репродуктивном возрасте по таким причинам, как образование, люди ищут трудоустройство, люди хотят улучшать условия проживания, получить доступ к социальным и культурным услугам. Между урбанизацией и экономическим ростом существует позитивная корреляция. Это почти все страны, которые достигают 50% урбанизации, когда становятся странами со средним уровнем дохода. И урбанизация считается одним из наиболее сложных мегатрендов из-за широкого спектра затрагиваемых ею областей. Она таит в себе много рисков, но столько же и возможностей. Ряд других мегатрендов воздействует на устойчивость и эффективность процессов урбанизации, такие как добросовестное управление и справедливое развитие, об этом говорится в мегатренде номер 5 равноправие, демография и миграция, предыдущий мегатренд, здравоохранение, мегатренд номер 3, а также технологические и экономические составляющие, это мегатренд 4. В мегатренде урбанизации и внутренней миграции движущими факторами являются колебания рождаемости на одну женщину, повышение уровня образования, расширение кругозора населения и изменение динамики неравенства. Здесь можно представить развитие подтрендов или драйверов по следующему сценарию. Переезд в город расширяет кругозор и повышает уровень запросов семей на услуги планирования семьи и репродуктивного здоровья. А это, в свою очередь, сможет стимулировать возникновение новых подходов и форм услуг через самоорганизацию жителей частного и неправительственного секторов. Анализ возможностей и неудовлетворенных потребностей на сегодня выводит нас к использованию медийных площадок для информирования и обратной связи о состоянии планирования семьи и репродуктивного здоровья в жилмассивах и по стране в целом. Мегатренд третий, мегатренд здорового образа жизни и продолжительности жизни имеет следующие драйвера. Ой, господи. В программе «Здоровый человек и процветающая страна» на 2019-2030 годы цель здравоохранения в виде активного долголетия и задач с фокусом на здоровом образе жизни, планировании семьи и репродуктивном здоровье не прослеживается, а возможно только подразумевается через укрепление систем здравоохранения, ориентированных на нужды населения. А вообще вот в этом мегатренде мы рассматривали глобальный тренд снижения рождаемости и смертности, ну, за исключением стран Африки к югу от Сахары. Стареющее население и эпидемиологический сдвиг от инфекционных заболеваний, связанных с недоеданием, голодом и плохой санитарией, к дегенеративным и хроническим заболеваниям, связанным с долголетием, городским и промышленным образом жизни, и возрождением лекарственно-устойчивых инфекционных заболеваний в глобальном мире. И все эти мегатренды, они наблюдаются и в Кыргызстане. Вот. И основными драйверами этого мегатренда являются снижение смертности, доступ к медицинским услугам и контрацептивам и политика сектора здравоохранения в Кыргызстане. И тут следует отметить, что дети, рожденные в семьях с меньшим количеством детей, живут в среднем на 3 года дольше тех, кто родился в многодетных семьях. И в долгосрочной перспективе область планирования семьи и репродуктивного здоровья является стратегической не только для показателей материнской и детской смертности, но и в целом для индекса человеческого роста, индекса человеческого развития страны.
И использование контрацептивов, мы все знаем, снижает количество нежелательных беременностей, детскую смертность, дети рождаются запланированными и желанными. Контрацепция также помогает достичь небольшого размера семьи, что снижает конкуренцию между детьми за внимание и ресурсы. Например, полноценное питание, более качественное образование. И это создает здоровую среду для развития, которая снижает смертность в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В Кыргызстане, так же, как и во многих развивающихся странах, азиатских странах, темы, связанные с сексуальностью, являются табу, так как социально-культурные нормы в обществе являются препятствием в использовании сексуальных и репродуктивных сервисов здоровья. И немаловажную роль в использовании контрацептивов играет доступ к информации о современных методах контрацепции и механизмов их действия. И тут мы посмотрели, как образование женщины является важнейшим фактором влияния на эффективное использование контрацептивами. А женщин с неудовлетворенными потребностями в противозачаточных средствах больше среди женщин с низким уровнем дохода. Поэтому государственные программы по планированию семьи должны делать упор на санитарное просвещение и образование, то, что мы называем health communication. Вот именно такой подход Ирана в 90-х годах прошлого века привел к рекордному улучшению в долгосрочной перспективе. И это мы посмотрим в мегатренде, это рассматривается в мегатренде 5, связанном с госуправлением. Вот. Таким образом, под тренды здорового образа жизни и растущей продолжительности жизни можно визуализировать следующим образом. Продвижение здорового образа жизни с упором на интервалах между беременностями приводит к здоровому материнству, являющемуся условием благополучия и развития семьи, а в итоге к благоприятной старости. Эти задачи возможно реализовать через интенсивное использование и освоение работы на медийных и информационных платформах, через продвижение здорового образа жизни и проектов больших данных для медицинского и образовательного секторов. А это требует серьезного пересмотра парадигмы оказания госуслуг и партнерства между государством, гражданским и частным секторами, стимулов рождения детей со здоровыми интервалами. С развитием и распространением интернета в 90-х годах цифровые технологии набрали огромные темпы развития. И анализ данных алгоритмами из социальных сетей и все более плотная сеть подключенных устройств позволили системам машинного обучения прогнозировать и отслеживать развитие спроса на товары и услуги. И вот что касается системы здравоохранения, например, анализ данных алгоритмами уловил новые закономерности в Ухане за 9 дней до того, как Всемирная организация здравоохранения официально признала COVID-19. И вот подтренды, мегатренды технологий экономического развития включают в себя рост больших данных, развитие технологий, геномику, демографию, устаревающие институты и инфраструктуру, и индивидуализированную медицину и образование. Поэтому, если мы это визуализируем, то мы можем подумать о виртуализации, то есть представить себе виртуализацию государственных услуг и расширение инклюзии в здравоохранении, включая частные и неправительственные сектора. Это уже начало стимулировать развитие онлайн-сервисов, приложений, чат-ботов и платформ по планированию семьи, которые разрабатываются и развиваются неправительственными частными секторами при координирующей роли государства. И анализ возможностей недовлетворенных потребностей говорит о том, что риски цифрового барьера и новых типов неравенства, то их можно снижать через продвижение здорового образа жизни, образования и медийные платформы.
Эффективные и инновационные правительства должны быть гибкими, адаптивными и быстро реагировать на меняющиеся повседневные потребности людей, которым они служат. Сегодня рынки предлагают потребителям беспрецедентный уровень выбора и оперативности обслуживания. and efficiency of Могут и должны лучше адаптироваться к потребностям и желаниям граждан. И если правительства не поспевают за ними, они рискуют подорвать доверие общества и их способности добиваться результатов. Гибкие правительства должны работать на другом уровне сложности, они должны масштабно формировать при помощи механизмов разработки политики, налогообложения и предоставления услуг. И мегатренд номер 5 госуправления и неравенство выражается в следующих драйверах. Это рост гражданского сознания, глобализация гражданского сектора и бизнеса, возникновение новых типов неравенства и столкновение культурных норм, старое против нового. И ближайшее будущее может потребовать заключения нового общественного договора или социального контракта, где государство создает условия для предоставления услуг планирования семьи субъектами гражданского и частного секторов. И будущие продукты и услуги связаны тут с новыми возможностями, которые откроют цифровые технологии в образовании, в здравоохранении, в банковском деле и в целом в предоставлении госуслуг. И для этого Кыргызстану необходима перестройка и адаптация подходов в санпросвете или health communication и образование нового поколения управленцев и специалистов в планировании семьи и репродуктивном здоровье через сетевую организацию труда и взаимодействия. И сам процесс обзора мегатрендов выявил 3 основные области, где необходимы меры для позитивных изменений в планировании семьи и репродуктивном здоровье. Эти 3 сферы – это исследование, политика и стратегическое партнерство. В части исследований необходимо нам посмотреть объемы средств и качество услуг по планированию семьи, в которые инвестируются денежные переводы мигрантов, чтобы определить формирующиеся культурные нормы и прогнозировать вероятность соблюдения или несоблюдения интервалов между родами и тенденции репродуктивного здоровья в стране, гендерной дезагрегации. Проводить регулярные обследования домохозяйств по вопросам трудовой миграции во всех регионах страны, а также за рубежом. Исследовать феномен социального сиротства, оставленных и отказных детей, а также количество детей в интернатах как следствие незапланированной и нежеланной беременности. И посмотреть вопрос, как большие данные могут улучшить качество статистики при недостатке отдельных дезагрегированных показателей, необходимых для категоризации событий. И изучить природу и масштабы удаленной работы в IT-секторе и креативных индустриях и требования к подготовке нормативно-правовых актов в телеконсультациям и телемедицины. В области политики необходимо изменить систему поощрения и мотивации семей для рождения детей со здоровым интервалом для женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Но, в частности, мы думали о вопросе звания Батырене, которое, в общем, создает какие-то стимулы, которые, собственно говоря, не стимулируют здоровый интервал для женщин, родов, беременности для женщин. Разработать концепцию полового образования в системе образования по уровням и моделям, внедрить принципы дизайн-мышления в разработку политик и программ в области планирования семьи, а также посмотреть на качество услуг, которые предоставляются центрами семейной медицины в Бишкеке и что происходит в жилмассивах. Стратегическое партнерство. Необходимо развивать партнерство между государством, бизнесом и специализированными неправительственными организациями, обладающими глубокой и богатой экспертизой в планировании семьи. Также необходимо планировать, расширять и улучшать доступ уязвимых групп к услугам планирования семьи, особенно в жилмассивах. Тут важно отметить, в тесном партнерстве с неправительственными организациями, особенно в области экологии и урбанистики. Разработать методологии, новые подходы к упорядочиванию, анализу и определению решений для проблем планирования семьи в партнерстве
между государством, медиа и IT-сектором, что станет возможным с работой по структурированию и систематизации больших данных. И разработать и реализовать кампании с креативными индустриями, которые будут способствовать созданию новых подходов и расширению базы сторонников осознанного родительства. И внедрить и реализовать программный бюджет, о котором уже много говорится. Он уже, реализация вроде бы как началась, но опять же пока мы видим полумеры в тесном партнерстве с гражданским обществом и международными партнерами. Вот. На этом моя официальная часть заканчивается, и мы можем перейти к вопросам, комментариям и ответам. И если можно, да, вот у меня получилось. Спасибо. Уважаемая Джилдыз, спасибо за интересную презентацию работы. Я отмечу, что я тоже участвовал в этой работе. Да, у нас было партнерство с господином Сиитовым и госпожой Абдулаевой с Нацстаткома. Это была очень интересная работа, на самом деле, и впервые такое делалось в Кыргызстане. Ага, да, действительно. Так, уважаемые коллеги, может быть, у вас будут вопросы или комментарии к А мы работе, в которая начале или предстоит? потом вопросы? Мы можем сразу после работы М, задать вопросы. Просто я бы хотел подумать, что я сейчас наши расскажу результаты, потом можно как-то это вот все вместе, потому что, мне кажется, и Да. хорошо все вместе ложатся. Вот, и потом подумать, что можно сделать. Ну, в принципе, если никто не против, давайте послушаем вас, Владимир Александрович. Да, И хорошо. потом Сейчас. как-то, может быть, резюмируем, используя работу Джилдыз Пулатовой и ваши два выступления. Да, хорошо, давай. Нашу общую работу. Да. Хорошо. Нет, просто я вижу, что, как говорится, здесь такие вот обобщающие вещи, а у нас такие немножко, может быть, вот, поэтому как бы можно подумать над обобщением. Так, язык я по-русски могу, по-английски, какой язык предпочтительнее? Если все русскоговорящие, я обычно говорю по-русски просто. Ну, у нас тут Если все кто-то на русские, я английском. смотрю. Хорошо, давайте Давайте тогда. я представлю тогда вас, Владимир Александрович. Да, хорошо. Владимир Александрович, преподаватель Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Похвастаюсь, что он и мой был преподаватель, и был, и есть мой преподаватель. Сегодня выступает с двумя работами, как я уже сказал. Первая эта работа касается факторов рождаемости в ранних возрастах, да, в развивающихся странах. И вторая работа – это предпочтение сыновей в Центральной Азии. Возможные факторы, когортные разницы, да, дефиниции. Дифференциации. Да, единственное, что меня видно, потому что что-то я вот вижу, что у меня какой-то подвес. Мы вас видим прекрасно. Я вас вижу. Это отлично. А презентацию мою видно? Нет, Что-то пока она не повисла. видно. Плохо, потому что вот я тоже вижу, что она повисла. Вот, сейчас попытаемся попробовать еще раз. Да, что-то зависает, когда пытаешься презентовать. Я тоже прям испугалась, что у меня там сорвалось все. Ой, теперь зависло все окончательно. Сейчас еще раз попробуем. Ну, пока она висит, я хочу отметить, что в целом по Кыргызской республике не очень достаточно исследований, демографических исследований. И вот Владимир Александрович совместно с Константином Казениным, это одни из первопроходцев современных демографических исследований по Кыргызской республике. Да, были отдельные исследования по Кыргызстану, но они, скажем так, по отдельности иногда появляются, иногда не появляются. А вот Владимир Александрович, я думаю, решил всерьез взяться за нас. И я жду в будущем от него и от его коллег из Высшей школы экономики многих работ по нашей рождаемости, по смертности в Кыргызской республике, брачности и так далее. Я Вот, вижу, большое что все спасибо. работает, да? Все, давайте тогда начнем. Да, заработала, да. Большое спасибо. Значит, что я могу сказать? Большое спасибо за приглашение. И, на самом деле, конечно, много было работы по Кыргызстану и вот с нашего общего, с Чуру Сиитовичем, учителя Михаила Борисовича Денисенко.
Вот они достаточно системные были и сейчас продолжаются. И на самом деле, конечно, мы должны были сегодня выступать вместе с автором, с Константином Казининым. Но Константин, он как бы сейчас в экспедиции в Дагестане в очередной и говорит, что у них совершенно плохая система сейчас интернета, вообще никакого доступа сейчас там, где он находится. Вот, так что буду за двоих рассказывать. Вот. Давайте первый доклад, он как раз вот, ну, в общем-то, в мегатрендах это было отмечено. Да, то есть мы видим, что в Кыргызстане наблюдается достаточно ранняя рождаемость. Вот, и здесь мы хотели остановиться на работе, на факторах, которые ее, может быть, поддерживают. Вот. Ну, в принципе, мы хотели показать факт или артефакт, вот, и что может на нее влиять хоть как. Вот. В принципе, результат данной работы уже частично опубликованы, и мы сейчас хотим новые данные DHS, и, может быть, ну, Life in Kyrgyzstan тяжело, конечно, посмотреть. Вот. Но новые факторы. Посмотрим новые волны DHS и микс, посмотрим, насколько это продолжается. Вот. Ну, значит, в самом начале я привожу тут данные по суммарному коэффициенту рождаемости в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане до 2018 года, потому что, насколько я слышал, ну и видел вообще, после 2019 года в Кыргызстане пошел очередной подъем рождаемости, и есть еще вопрос, чем вызван. Не было ли это каким-то там временным фактором вызвано тем же, с выдачей пособий, не было ли это артефактом, потому что вот мы останавливаемся на 2018 году. Вот. И, соответственно, средний возраст матери при рождении первого ребенка в Кыргызстане идет вниз. То есть здесь, как говорится, ничего никак не объяснишь многодетностью и чем-то еще, и изменением паттернов рождения детей по очередности. Это именно средний возраст матери при рождении первого ребенка, и он идет вниз. Ну и почему Кыргызстан? Все-таки в Кыргызстане хорошая статистика, как по административным данным, так и по выборочному обследованию, так и по переписям, поэтому все это можно посмотреть. Вот. Значит, соответственно, в чем была проблема? В том, что по поводу перехода к, скажем так, более позднему началу деторождения в странах Восточной Европы было достаточно много работ написано, и, как говорится, писали о том, что в Восточной Европе в постсоциалистических странах начался второй демографический переход, но, тем не менее, про страны Центральной Азии было не так много действительно работ. Были вот работы как раз Борис Денисенко, которые ловили тот факт, что действительно рождаемость довольно молодая и высокая, но это связывалось с изменением структуры населения, выездом неазиатских национальностей, там русских, немцев, евреев, украинцев, там, татар и так далее, и изменением структуры городского населения. Вот. Но тем не менее, результаты Шпуренберга, который посмотрел по странам Средней Азии на переписях населения, особенности рождаемости, он, собственно говоря, пришел к тому, что действительно модели более, скажем так, ранней рождаемости в Кыргызстане действительно существуют. Ну, кстати, не только в Кыргызстане, еще и в ряде других стран, но, в общем-то, он этот феномен еще раз понял. Что мы хотели посмотреть? Мы хотели посмотреть тот момент, что, в общем-то, нет ли действительно каких-то проблем со статистикой в Кыргызстане и в выборочных обследованиях. И все-таки мы хотели посмотреть, если мы оценим дополнительно социально-демографические факторы, не будут ли они убирать как раз этот эффект. То есть, например, не вызван ли он изменением структур по образованию и так далее. Что нам дает официальная статистика? Вот у нас есть данные по 5-летним возрастным группам, у нас есть данные выборочных обследований. Ну и мы смотрим, что у нас происходит здесь. В общем-то, такая обычная статистика, что происходило за 10 лет с 4 по 14 год в странах Восточной Европы. То есть Россия, Украина, Армения, Грузия.
И что происходило в странах Средней Азии, в Азербайджане. Вот, собственно говоря, это вклад суммарных возрастных коэффициентов рождаемости в суммар. Вот, и, соответственно, разница между показателями 14-16 и 4-6 года. То есть мы видим, что ранние рождения очень сильно упали в России, Украине, Грузии, в Армении. А в Казахстане, ну, там тоже было определенное падение, но не такое явное. В Кыргызстане даже происходит какой-то некий рост, вот, в возрасте 15-24 года. Вот. Соответственно, необходимо перейти к результатам выборочных обследований. В данном случае мы смотрим микс DHS, рассчитываем суммарные возрастные коэффициенты рождаемости по ним и рассчитываем, соответственно, вероятности рождений первых детей для различных когорт. Вот. Соответственно, по данным МИКС мы смотрим, что получается. Сравниваем 2005, 2006 и 2014 год. Вот, сравниваем по женщинам кыргызской национальности, значит, и видим, что действительно рождаемость, она стала несколько моложе. То есть вот происходит 20-24 года, 15-19 тоже есть. Дальше DHS. DHS тоже показывает нам пик в возрасте 20-24 года. То есть действительно рождаемость довольно молодая. Дальше мы хотели посмотреть, нет ли какой-то переоценки молодых возрастов. Соответственно, мы взяли данные переписи 2009 года и сравнили накопленную рождаемость первых детей в 2009 году по переписи, да, потому что там задавался вопрос о рождении ребенка в этом конкретном году, и по данным обследований. Вот что получается, что вот зелененькая – это перепись, значит, это накопленная рождаемость, да, то есть это накопленная рождаемость, вот, первого ребенка к какому-то возрасту. Ну и дальше показатели DHS и микса, вот, которые возвращают нас к 2009 году. И мы, собственно говоря, смотрим, что происходит. Есть ли различия? Мы видим, что, в принципе, конечно, различия, если и есть, то они не столь существенны. Да, там по переписи. По переписи получилось, что может быть несколько ниже у нас кумулятивный показатель, да, по выборочным обследованиям может быть несколько выше. Частично, может быть, это как-то связано с миграцией, то есть там люди, которые не попадают в обследование, в принципе, вот, они, может быть, там находятся в миграции, то есть перепись их считает, вот у них ниже рождаемость. Вот. А в обследование они не попадают, то есть происходит такая некая селективность. Дальше смотрим, какие могут быть факторы, и мы строим регрессию Кокса в качестве независимой переменной, то есть в качестве зависимой переменной у нас рождение первого ребенка, в качестве независимой переменной когорта. Вот, и дальше мы смотрим. Соответственно, вероятность рождения первых детей, насколько она выше. То есть мы смотрим, да, накопленные риски, то есть в данном случае мы как раз оцениваем более ранние, например, рождения. То есть мы видим, что по сравнению с когортами с 80-х годов, когорты 70-х годов, они демонстрируют, скажем так, более высокую вероятность. Вот. Соответственно, если мы будем контролировать на некоторые показатели, то они такими же останутся. Вот это для кыргызов. Для русских что происходит? Здесь, получается, происходит от когорты к когорте снижение. То есть от когорты к когорте возраст растет. Вот. То есть в данном случае мы видим, что он несколько упал в 70-е годы, в 80-е перестал падать, то есть вот он находился на каком-то уровне, плюс еще
В общем, в 89 году он все-таки чуть-чуть упал, чуть-чуть вырос, вот, возраст. Дальше в 90-94 году опять произошло какое-то восстановление на уровне 65-69, то есть есть какая-то такая стагнация. С русскими, получается, стагнация особо не наблюдается, наблюдается такое падение. Здесь, конечно, вопросы к значимости, потому что довольно малое число наблюдений. Вот. Соответственно, дальше. Это нам показал DHS. Что показал МИКС? МИКС показал другие результаты. МИКС, особенно при контроле на образование и богатство и проживание там в городе или в селе, МИКС показал другое. МИКС показал, что, в общем-то, мы наблюдали от когорты к когорте некий рост возраста, то есть некий рост вероятности, что означает снижение возраста матери. 90-94 год, например, вот он значимый. Да? 95-98 пока мало наблюдений, но есть вероятность, что действительно еще выше вероятность рождения первого ребенка, значит, еще ниже возраст матери. Особенно вот при наличии каких-то дополнительных контролирующих переменных на город-село, и на образование, на доход и так далее, то есть на структуру. Вот так вот. То есть получается, что то, что мы наблюдали, это не похоже на статистический артефакт, это похоже на факт. Действительно, вероятность раннего рождения первого ребенка растет. Дальше просто визуализация. Значит, тоже кумулятивная накопленная вероятность остаться бездетным. То есть она падает быстрее. То есть, соответственно, деторождение наступает быстрее для когорты 90-94 по сравнению с 85-89. Заметим, что когда мы сравнивали когорты 70-х и 80-х, был наоборот. Вот. Здесь, конечно, вопрос, насколько там этические факторы могли на это повлиять, потому что в Казахстане, например, скажем так, молодая рождаемость, она в основном распространяется среди казашек. На Северном Кавказе, российском, особенно в Дагестане, кстати, в Ингушетии тоже есть достаточно стабильные возрастные модели рождаемости, которые показывают, что рождаемость она концентрируется в ранних возрастах. Насколько это связано, например, с эффектом материнского капитала, это пока вопрос. Потому что чисто хронологически это началось с представления материнского капитала на второго ребенка. Но здесь есть определенные споры. Вот как-то так. Получается, то есть действительно в Кыргызстане наблюдается относительно молодая рождаемость, особенно среди кыргызского населения. И, в общем-то, это достаточно устойчивый фактор. У нас была конкурирующая гипотеза, которая говорила о том, что наиболее активные и образованные люди уезжают в миграцию, и, соответственно, мы их либо не видим, вопрос, либо они уже окончательно уехали. То есть происходит дальнейшая селективность. Они уезжают либо в трудовую, либо в постоянную миграцию. Возможно, с этим. Второй момент, что, может быть, есть кризис на рынке труда, и здесь вы, коллеги, мне подскажете, что, как, например, было в Египте, как было в Марокко, то есть для молодых женщин места на рынке труда нет. И, соответственно, они выбирают, скажем так, реализацию через рождение детей. Дальше, собственно говоря, уже тема, наверное, для дискуссии, потому что, факт есть, он подтвердился, когда мы стали смотреть дальше, 18. Когда мы смотрели данные 2019 года, кстати, там тоже, не даст соврать, очень интересный рост именно среди очень молодого населения. Что мы даже начали сомневаться, насколько точны ли там данные. Но в мегатренды, я думаю, можно включать не только рост рождаемости, а и омоложение рождаемости, что может, конечно, дать большие вопросы к социальному и к человеческому капиталу. Вот так вот. Так, спасибо, Владимир Александрович, вам за интересную презентацию. Из того, что услышал, конечно, на наших конференциях такого не было никогда, чтобы вопросы рождаемости, первое, второе обсуждались. Я думаю, это какое-то новое
направление будет, и постоянная вот демографическая секция в этой конференции. Конечно, для многих наших коллег не все будет понятно, но я думаю, через вот такие сессии, через вот такие презентации по рождаемости, смертности и так далее мы будем образовывать население, просвещать, вовлекать, да, в эту систему. Ну, И, да. ну, для меня, как для демографа, в принципе, все понятно, но даже зная вашу презентацию, мне все равно интересно было её слушать и слушать. Вот как хорошую песню или хороший рассказ, все равно мне очень интересно было наблюдать. Я думаю, у коллег есть вопросы по вашей первой презентации, Мгм. но мы как договорились и оставим все вопросы на конец, да? Давайте, да, Да, потому что... да, можно теперь приступить ко второй работе. Я еще раз напомню, эта работа называется «Предпочтение мальчиков, сыновей в Центральной Азии». Да? Ну, такой опыт есть не только в Центральной Азии, но есть такой опыт и на Кавказе, в Индии есть, в других странах, когда мальчик это является наследником, и необходимо именно иметь именно мальчика в семье, а не только девочку. А если девочка рождалась, то это для кого-то считается горем или там трагедия слишком большая. Еще отмечу, что когда рождаются мальчики, то количество рождений мальчиков гораздо больше, чем девочек. Да? У нас Ну да. 100 девочек, рождается примерно 104-105 мальчиков. Это во всем мире, в любой стране. Это так, ну, кроме тех стран, где есть селективный аборт. Ну да. И вообще, на самом деле, я бы сказал, что это на самом деле наверное, для всех стран характерно было, особенно для тех, где за девочку надо давать приданое, а мальчик, он наоборот приводит семью работниц. Мгм. Вот. Ну вот, если так посмотреть, и дальше это все, как говорится, зафиксировалось. На самом деле, по-моему, в Ага. Испании сам преференс находили не так давно. Еще 10 лет назад точно по Испании были данные о сам так Ну, что здесь просто, как говорится, это не к тому, что это прям такой феномен Центральной Азии. Нет, это просто к тому, что мы еще на примере Центральной Азии захотели посмотреть. Но это, как говорится, ongoing project, потому что мы начали с Кыргызстана, я сейчас презентую данные по Кыргызстану, и дальше, конечно, мы смотрим Таджикистан, Казахстан, вот еще вышли как раз данные по Пакистану, вот, как раз когда мы это все писали, мы связались с автором, он сейчас, кстати, работает в Ташкенте, он пакистанец, работает в Ташкенте. Я думаю, мы все-таки сможем дать совместную такую работу вообще вот именно по Central Asia. мгм. Ну, Ну, вот. Ну, вам слово, Владимир Александрович. да, спасибо большое, Петр Васильевич. Значит, опять же, тот самый слайд, опять показываю, дублируюсь. Дальше, следующий момент. То есть, как вообще Sun Preferences можно реализовывать, да, предпочтения в сыновьях? Ну, можно, в принципе, мы здесь будем говорить о ситуации, когда действительно рожать, пока не появится, вот, то есть такая естественная стратегия, она, кажется, доминирует в Центральной Азии. Но можно, например, делать так называемые селективные аборты, и это вот Юго-Восточная Азия, Китай в свое время, Корея в свое время и так далее. В свое время это было и Закавказье, Албания и прочее. Вот такие вещи, как селективные аборты, и, как говорится, в Китае они сильно изменили возрастную структуру населения. Вот. И дальше следующий момент, если мы не используем селективные аборты, да, это о том, что я говорил, естественная стратегия. То есть у нас, если нет мальчика в семье, то вероятность рождения следующего ребенка возрастает. Ну вот, как раз были данные по Египту, по Пакистану, еще были данные по Пакистану. Вот, они как раз это демонстрируют. Единственное, что здесь, конечно, такой вопрос, нет мальчика или нет двух мальчиков, но это уже больше антропологически. Вот. Значит, здесь мы опять идем, опять ссылаемся на Шпуренберга, который говорит, что действительно он связывал ценности и желание иметь еще одного ребенка среди женщин в Центральной Азии и нашел, что действительно вот это вот желание имеет негативную корреляцию с долей
рожденных сыновей. То есть чем больше сыновей, тем меньше вот желание рожать еще детей. Соответственно, здесь мы говорим как раз о работе Казинина, которая вот опубликована. И действительно, вероятность рождения 3-4 ребенка в Киргизстане, она выше, если до этого рождались девочки. И сейчас, собственно говоря, мы это продемонстрируем. Ну, я это продемонстрирую. Соответственно, мы еще тоже посмотрим на основные факторы. В каких семьях еще это может быть? То есть это, возможно, распространено среди семей, у которых более, скажем так, строгая гендерная симметрия наблюдается среди ценностей. А также мы можем сказать, что, возможно, вот эта вот, скажем так, потребность в сыновьях, она ослабевает от поколения к поколению. Вот проверим еще 2 гипотезы. Вот. Соответственно, мы берем микс 14 и 18 год, DHS 97-2012. Берем как раз регрессию Кокса, будем смотреть на всех женщин, потом будем смотреть по разным когортам и будем смотреть на семьи с разными гендерными ценностями и параметрами. В качестве независимых переменных дополнительных мы смотрим и различия в возрасте между супругами, и различия в образовании между супругами, и, скажем так, проживание в патриархальной семье, то есть вместе с родителями мужа, и ситуация, которая оказалась очень строгим предиктором о том, что женщина, она позволяет домашнее насилие. Ну, например, это достаточно сильный предиктор ранней рождаемости в Кыргызстане. Ну, вот я не показывал в предыдущем докладе, но она есть. Вот. Ну и, соответственно, конечно, образование, год рождения, язык и богатство. Мы на них контролируем. Вот. Ну и, собственно говоря, вот мы переход. То есть переход к первому рождению и количество уже рожденных мальчиков. Вот. Соответственно, если у нас уже есть один мальчик, то вероятность перехода ко второму ребенку значимо падает. Да, соответственно, 0,87. Вот. То же самое третьего мальчика значимо падает. Причем, смотрите, если мальчиков нет, вот, то вероятность значительно выше. Разница между тем, если один мальчик или 2 мальчика, она небольшая между этими коэффициентами. То же самое для 4, вот, нет большой разницы, там 1, 2 или 3 мальчика, но зато большая разница, если мальчиков нет вообще. Ну и для 5, ну 5, ой, у меня поехала. Коллеги. Вроде сейчас хорошо, да? Да, вот. Дальше мы разбиваем на подвыборки и смотрим. Вот. Будет ли это меняться, если мы будем изменять характеристики семьи? Мы взяли семьи, которые там проживают с родителями мужа. Да, наблюдается также. Если образование мужа выше, вот, но здесь, скажем так, есть маленькие различия, конечно. Вот, но в целом, конечно, тоже картина наблюдается сходная. Есть ли разница, и если, скажем так, поддерживает ли женщина домашнее насилие, то есть считает, что там домашнее насилие может быть применено. Вот. Ну, здесь везде наблюдается сходная картина. Вот. Если мы рассмотрим переход к 4-му ребенку, ну, тут может быть действительно единственное различие – это вот при проживании с родителями супруга. Здесь наблюдается существенное различие. Если она проживает с родителями супруга, то при рождении 4-го ребенка тут нет разницы, 0 детей или 1 ребенок. Ну, и вообще здесь немножечко так вот падает. А в других случаях, скажем так, здесь наблюдается достаточно такая стандартная картина. Вот, ну, здесь примерно такая же ситуация. Вот, ну, скажем так, значит, получается таких вот
скажем так, гендерных ценностных параметров дополнительных на это не влияет. То есть это, в принципе, принимает женщин. А дальше мы можем посмотреть для разных когорт, как это происходит. Мы смотрим когорты 55-64 года. Ну, здесь, может быть, она маленькая была. Но вот здесь вот очень интересный момент для перехода к третьему ребенку. То есть, скажем так, разницы между отсутствием сыновей и вторым, вот ее особой не было. Почему-то было 11. Ну, здесь надо смотреть не артефакт лета, потому что маленькое число наблюдений было относительно. Вот. Дальше мы смотрим, что для 65-74. Вот. То же самое для 85-го и 94-го наблюдается, 75-го и 84-го тоже. Ну, если различия есть, то, может быть, не такие большие. Там 65-й, 74-й, он действительно меньше вероятности будет переходить к рождению там, первого ребенка и второго. Вот такая вот ситуация. Дальше то же самое по четвертому ребенку мы смотрим. Здесь значит, здесь что у нас из интересного? Здесь у нас опять немножко странно ведут себя более пожилые когорты по DHS, но дальше, в общем-то, картина довольно ясная наблюдается. Вот. То есть по результатам что мы видим? Мы видим, что действительно, если мальчиков нет, то вероятность перехода достаточно высокая, как к третьему ребенку, так и к четвертому. Мы видим, что, в общем-то, в зависимости от различных там отношений к гендерным ролям, разницы большой тоже не наблюдается. Вот. И мы видим, что среди молодых когорт мы какой-то тоже разницы не видим. Ну, то есть получается, что есть такой культурный паттерн, и он, собственно говоря, сохраняется. Вот, говоря, главный посыл данной статьи, ну и данной работы. Владимир Александрович, вы закончили, да, получается? Да. Спасибо большое, Владимир Александрович. Может, у коллег есть вопросы? Ну, давайте я спрошу вас. Скажите, пожалуйста, вот какие выводы можно сделать для политики, да? Policy implication. И из первой работы, и из второй работы. Ну, вторая работа, она, собственно говоря, просто, видимо, показывает устойчивость таких ценностных паттернов. В общем, а для политики первая работа, она довольно интересная. Мне кажется, она как раз вот сильно связана с первым докладом. Вот, потому что мы видим? Мы видим, что рожают раньше. Если рожают раньше, значит, время накопления человеческого капитала несколько меньше. Вот. То есть, соответственно, возникает риск, может быть, и не накопления этого капитала, и может быть риск какой-то бедности. И здесь тоже очень интересный момент, может быть, с контрацепцией, которая тоже говорилось, может быть, с распространением контрацепции между рождением там, первых, вторых детей, там, вторых, третьих и так далее, то есть в интергенетического интервала. Кстати, вот вы знаете, что Всемирное сообщество бедным странам помогает с контрацептивами. И у нас, если не ошибаюсь, с 2015 года была завершена эта программа, и правительства должны были сами уже помогать покупать, или сами должны были закупать контрацептивы. И вот я хотел узнать, может быть, как-то связана вот первая работа и ранняя рождаемость с тем, что политика изменилась? Вы не смотрели это? Может, как-то сейчас, если вы даже посмотрите, совпадет это? А с какого года еще раз?
Вроде с 15, если не ошибаюсь. Джилдыс, если вы 15. слышите, может, подскажете? Ну, вы Да, тут с 15 года уже по программам международным они прекратили. С тем допущением, да, что правительство уже само на своих ногах будет обеспечивать контрацепцией населения. Чего, в общем-то, наверное, не случилось. И Альянс по репродуктивному здоровью, когда мы брали у них интервью в рамках этого исследования, это было зимой, в начале весны 2021 года, и они предсказывали, что у нас в Кыргызстане запас контрацептивов бесплатных, он, в общем-то, должен был закончиться к июню 2021 года. Дальше я уже не отслеживала, но, может быть, это стоит все-таки нашим партнерам с международного сообщества и обратить на это внимание и посмотреть, где мы сейчас оказались с этим делом. Ну, смотрите, что у нас происходит. Но у нас раньше начало снижаться, потому что мы видим, где-то там с 10-х годов. Понятно. Может быть, вот это еще и усилит? Вот, может быть, это усиливает. Попозже. Это усиливает. 15 года может усилить. То есть, смотрите, на самом деле вот здесь даже какое-то торможение, что ли, общей рождаемости, если посмотреть. Это надо смотреть, конечно, глубже. Вот. Потому что, действительно, надо 21-й посмотреть. Надо подумать, потому что не все так явно. Но вот я говорю, ранняя рождаемость – это возможная потеря, конечно, социального капитала, это социального капитала и человеческого капитала. Вот, в данном случае. Но с другой стороны, может быть, это показатель действительно качества рынка труда и качества образования. Что, а смысл? То есть альтернатива рынку образования – это выйти замуж и родить ребенка. Получается, да. То есть, допустим, образование не настолько хорошее, что смысл его получать. Или рынок труда не настолько хорош, что лучше родить, чем выйти на работу или да. учиться так, да? Опять же, родить хотя бы там первого, а дальше уже там вот эти вот интергенетические интервалы. Вот, то есть, это, мне кажется, в макротрендах надо принимать внимание, как раз очень серьезно. Так, у нас тут был вопрос от члена группы, от Дамира Синалиева. Дамир, вы на связи? Да, спасибо большое. Вам Вы слово. меня видите, да? Да. Спасибо большое спикерам, очень интересно. У меня 3 вопроса, которые уже прозвучали, но, возможно, имеет смысл чуть-чуть еще обсудить. Первое, то, что Владимир обозначил, почему раннее рождение детей, да, то есть такой устойчивый характер носит или даже омоложается. И как-то это, возможно, связано с рынком труда. То есть если нету достойного труда, то есть работы, которая и платит, и уважает, и так далее, то, может быть, надо дома сидеть и как бы другую миссию, да, жизненную выполнять с точки зрения молодой женщины. Вот что первично, да, интересный вопрос. То ли все-таки вот эти нормы ожидания, или все-таки ухудшающиеся условия на рынке труда? Если посмотреть на статистику участия молодых женщин на рынке труда, то она медленно, но стабильно уменьшается. То есть все-таки можно ли думать, что сперва все-таки вот экономические условия ведут к тому, что вы вот такие результаты видите? Смотрите, тут действительно, что причину следствия сложно определить. Вот, потому что там одно порождает другое. Получается, да, меньше женщин на рынке труда становится, в итоге меньше, может быть, потенциальных мест открывается. То есть нет особо момента. Следующий момент, наиболее активно, опять же, могут уезжать, мигрировать. Вот, главный момент, какой будет даже, как бы, тут двойной эффект. То есть нет нормального рынка труда, соответственно,
женщины, которые поактивнее уезжают, которые более там направлены на, не люблю слово традиционные ценности, нет такого понятия, но которые направлены меньше на самореализацию через труд, а больше на самореализацию через семью, они самореализуются через семью. Он так выходит замуж, рожает ребенка. Может еще одного, может еще одного. Вот, то есть, скажем так, такое селективность получается, самоотбор. Соответственно, если мы хотим здесь, то есть человеческий капитал в любом случае теряется, если с точки зрения вот этих вот наших макротрендов смотреть. То есть он либо уезжает, либо, собственно говоря, останавливается в накоплении и не выходит на рынок труда. То есть в любом случае его надо либо привлекать обратно, либо так он где-то остановился, потом восстанавливать, делать какие-то курсы для этих женщин. Может быть, там, я не знаю, появятся другие для них рабочие места, но они не успеют. Их надо там переобучить чему-то другому. То есть это какие-то курсы дополнительные повышения квалификации. То есть в любом случае с экономической точки зрения затраты. Мгм. Ну, у меня был еще вопрос С точки зрения пятого тренда, кстати, тоже с управлением. насчет вот традиционных норм, но, наверное, перейду на третий вопрос. Вот раннее рождение, да, вот по исследованиям, насколько может это потенциально иметь негативные какие-то outcomes, да, на английском говоря? Мгм. То есть если представить, что вот фактически ребенок, да, 18 лет, вступает в брак и сразу же становится родителем, насколько вот межгенерационная вот эта связь с точки зрения там и воспитания, и чтобы человек созрел для того, чтобы быть хорошим родителем. То есть ли какая-то вот риски, опасность в том, что мы видим омолаживание рождаемости? Не знаю, с одной стороны могу сказать. Ну, в принципе, 18 лет рождения, я просто не знаю, насколько это было распространено вообще, в принципе, изначально популяции. Вот. Но опять же, вы имеете в виду с intergeneration трансфертов благ экономических или чего конкретно? Да, больше, наверное, создание среды, да, для Вот это ребенка. немножко не для меня, это тоже как бы психология, в этом не сильно разбираюсь. Я вот, смотря в Европе, да, люди за 30, получается. За 30 это, конечно, тоже перебор, мы же об этом не говорим за 30, но как бы здесь мы в районе 22 Ну, я рождаемости. логику понимаю, создать экономическую базу, так скажем, подготовиться и потом уже родителем становиться, да. У нас как бы вступил в брак, называется, быстро ожидает окружение, что быстро дети появятся. То есть Ну, брак в насколько вот 17 лет, значит, как говорится, повесил все это на родителей. С точки зрения межпоколенческих трансфертов. Вот они ожидали, вот на них повесили. Замечательно. И он же не один, скорее всего, ребенок. А если он не один такой умный, если их там 4, все ступили в 18. окей, спасибо. Вот, то есть это, конечно, проблема определенная с экономической точки зрения, потому что, ну, понимаете, одно дело, когда рассуждаем мы, ну, вот я не знаю, как в Кыргызстане рассуждают, у нас стали быть советской, с какой-то там российской советской традиции рассуждаешь, вот, а вот раньше, вот у вас там в очередь на жилье быстрее, семейное общежитие вам будет, и распределять надо, но сейчас же ничего нету, ни того, ни другого, ни третьего. Вот. Ну, может быть, кто-то размышляет с точки зрения там, какой-то там аграрной семьи. Вот, что вот там еще одну работницу взял, ну, как бы сейчас у нас же функция семьи не производственная основная. Ну, хотя, не знаю, я вот слышал, например, и ваших исследователей, таджикских, которые говорят, а почему, говорит, не основная? А вот, говорит, чем больше детей, тем больше трудовых мигрантов он отправит. В город, там, за границу, еще куда-то. Вот, вполне себе экономическая функция. И образовывать он их не будет. Он их отправит, и пусть они там чему-то выучатся, чему их там выучат. Вопрос, куда попадет. То есть слышала я такую версию. Но на самом деле, мне кажется, нам надо разработать какую-то такую методологию
более такой системную, чтобы мы могли и на качественные аспекты смотреть. Вот когда мы смотрели, у нас более такое качественное было исследование на феномен социального сиротства, да, то есть у нас что творится в стране с этими детьми и какое у нас гендерное насилие, и гендерное и сексуальное насилие над детьми со стороны родственников, когда родители работают. То есть это просто достигло вот каких-то таких масштабов. Может быть, еще из-за того, что об этом много пишут и говорят, и, может быть, раньше это тоже было, но оно вот как-то вот замалчивалось. На самом деле сейчас ситуация не очень-то веселая. Я думаю, с точки зрения такой социальной ответственности к академии, нам все-таки можно было бы с какой-то, какую-то триангуляцию сделать, да, то есть количественных исследований и каких-то качественных подходов, чтобы мы посмотрели, как это работает. И, может быть, даже в реальном времени, может, какую-то платформу либо создали, либо уже на работающих каких-то платформах медийных, например, придумали в реальном времени отслеживание каких-то вещей, может быть, каких-то решений, не просто там поднять и кричать о проблеме, а еще и вот постоянно подталкивать, и не только госуправление, учитывая то, что у нас, в общем-то, в эту сторону народ не очень двигается, хотя я думаю, что в Кыргызстане у нас еще остался неиспользованный такой потенциал, я думаю, тоже не исследованный, я думаю, что где-то вот в наших религиозных кругах какая-то система все-таки существует. Но опять же надо посмотреть, потому что это тоже с точки зрения безопасности такой национальной, да, то есть что там происходит, это тоже не исследовано. Какую они поддержку оказывают вот этим семьям, каких сирот они берут в медресе, там мальчиков, девочек они тоже разделяют, какая-то там риторика работает. То есть это абсолютно такой темный лес, и мы делаем, я не знаю, мы просто, может, об этом не думаем, но потенциально с точки зрения госуправления, с точки зрения разделения, светскости государства, то есть там это вообще такой клубок проблем, там только вот копать и копать. Опять же, надо сначала с какой-то методологией определиться, и чтобы мы могли потом страны региона тоже сравнивать, да, вот СНГ, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан. Политика там, конечно, разная у нас, и институты тоже могут отличаться, но в целом мы могли бы посмотреть на это, потому что вот последние 20-30 лет мы, наверное, все разошлись в культурном, да, то есть, но нам можно посмотреть, потому что из Кыргызстана очень много в Россию едут, из Таджикистана то же самое. Какая идет поддержка вот этих религиозных институтов. К ним вполне так вот бедное население очень благосклонно относится. Они очень такую функцию хорошую выполняют, то есть такую краткосрочную, конечно, там дети не голодают, они не будут одеты, но, да, с чем, вот какой пакет с этим потом идет. Ну, смотрите, я вот помню на прошлой неделе Рустам, не помню фамилию, Очаров, может, вы помните, в Таджикистане есть такой уже в возрасте исследователь, он на населении и развитии как раз в треке был, он рассказывал, что в Таджикистане там, когда в начале 2000-х годов распространяли контрацепцию, там всегда разговаривали со старейшинами махалли. И очень хорошо пошло, потому что они очень хорошо объясняли. Потом государство в связи с демографик security, вообще общего security, решило с ними не разговаривать, молчать с ними с бородачами говорить, и все пошло плохо достаточно. Во-первых, и они какую-то функцию контроля давали, то есть чтобы деньги там не растащили, чтобы сделали не формально, а как надо и так далее. И с другой стороны, их тоже слушают. Здесь мы не изобретаем велосипед. То же самое было и в Бангладеш, например, где очень успешная политика с точки зрения, даже не только контрацепция, привлечение женщин на рынок труда. Бангладеш быстро же растет. Это прям такой текстильный хаб огромный с быстрым ростом. Бангладеш это же не только уголь. Так что вот такие дела. Так что это, конечно, надо. Коллеги, у нас вопрос есть. И это в рамках вашей 5-го макротренда, мне кажется, очень хорошо подходит.
потому что, ну, он пока, честно говоря, пока он очень формальный, а вот если Да. внести вот эти вещи взаимодействия, он будет неформальный, а живой. Просто как мы это Мгм. просто будем контролировать и отчитываться, это я не знаю. Но будет живенько. И Ну, надеюсь, будет эффективно. тут можно посмотреть, как могли бы большие данные, это тоже такая новая сфера сейчас. А, Для меня это еще пока загадка, но А мне как именно кажется, здесь там, помогут Big Data? У нас из каких массивов будут дать информацию? ну, может быть, из соцсетей, как это делается. Это, пожалуйста, это легко. А какое конкретно? Там же Ну, главное общественным, таргетировать что-то. Что будем таргетировать? ну, надо посмотреть. Вот опять же, это еще пока черный ящик, но надо вот сначала такую категоризацию, наверное, какую-то. Ну, он даже не Откуда сильно мы берем, да. черный. Мы можем вполне поговорить с теми же маркетологами, которые работают Да, с Инстаграмом, там, допустим, и с Фейсбуком, и с прочими популярными сетями, которые делают это таргетирование выборки, просто, не знаю, организовать консультацию с ними. Я думаю, как говорится, Ну да. Нацбанк-то может Коллеги, это извините, сделать. прерву вас. Тут вопрос от Рыскан Извините, да. Колумбитовой, сотрудника Национального статистического комитета. Да. Ну, так Рыскан, вопрос не черный, ящик не стандарт. Вот, назовем его Вот. так. а вот меня слышно, да? Вас слышно, а Рыскан Колымбетову не слышно. Мгм. Рыскан, прием. Так, Там мы видимо, в она процессе, устала ждать. по-моему, по идее, должны микрофон дать на числе слушателей. Так, она, да, что-то молчит. Так, может быть, у других коллег будут вопросы. Вот с точки зрения гендера, я думаю, вот смотрите, если так взять, я, конечно, не гендерист, но мне показалось, что ранние браки, то есть ранняя рождаемость и вот селективность в выборе сына как-то влияет на женщин, да, все-таки негативно, вот какой-то такой осадочек создался, да? Не знаю, так или это не так, верно ли мое чувство. Ну да, может, конечно, и не так, но создает, но с точки зрения экономистов, я думаю, негативное. А может, с точки зрения какой-нибудь семейной психологии, это все классно. А вот Экономически не Рысхан очень. подключилась. Рысхан, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Галина Самохлеб с вами хочет тоже Галина Якуповна, общаться. здравствуйте. Мы хотели бы продолжить немножечко тему ранее деторождения. И все-таки, в общем-то, для нашего Кыргызстана нам больше импонирует то, что начал Дамир Исиналиев говорить, что действительно достойные рабочие места, они все-таки в большей степени влияют на раннее деторождение, то есть отсутствие этих рабочих мест. Потому что если посмотреть, около только 41% женского населения в селе считается занятым. А куда деваться остальным 60? Вот и получается, что у нас молодые женщины, которые выходят замуж, не находят себя на рынке труда, они, по сути, все сразу рожают. Это первое. А второе, как бы, надо не забывать, что мы все-таки мусульманская страна. И у нас 75% это основное коренное население. И менталитет нашего населения таков, что если женщина вышла замуж, она мужу должна родить ребенка. То есть Мальчика лучше. если в городе мы еще можем, то есть большая масса женщин, которые продолжают делать карьеру и пытаются определиться как-то в этой жизни, а потом уже создавать семью, то в селе немножечко другая информация. И мне действительно, я поддерживаю Дамира, что он, в общем-то, правильную мысль выражает. Отсутствие привлекательных рабочих мест ведет к раннему деторождению. Спасибо. Спасибо большое, Галина Якуповна, за комментарий и вопрос. Вот, Владимир Александрович, что такой вопрос? Ну, я четко не разобрался еще.
Вы говорили о том, что если женщина живет совместно с родителями мужа, да, я так понял, Ну да, то как это влияет? Сильно влияет или нет? не Потому очень. что у нас есть традиция, когда проживает, ну, вообще они не проживают, в принципе, матери сыновей говорят с нохом: рожай, рожай. Там, тихо, так, впрямую или же так косвенно, намекая, и она вынуждена там рожать там троих, двоих или подряд. Вот как-то это у вас выявилось, влияние Мы тоже свекрови думали, что найдем, но что-то не нашли пока. не было, Причем да? на Северном Кавказе-то есть. Но я вот думаю, может, связано с тем, что они живут, допустим, формально не рядом, ну, точнее, не вместе, но рядом или по соседству. Может же быть так. Она все равно, как говорится, мы просто, может, неверно учли. Может, по когортам где-то в какой-то когорте это влияет, а где-то не влияет. Вот сейчас миграция сильная, может, не влияет. Ну вот А да. вот раньше, может, и влияло, когда они там жили в сообществе, да, небольшом своем. Надо поглубже. Да и вообще это качественное исследование в первую очередь. Мгм. Это больше качественное исследование это выявляет. Потому что, может быть, даже ответ на вопрос разный. У нас на Северном Кавказе, в России, там по одному воспринимают вместе живем. Допустим, вместе живем в соседнем доме, они воспринимают вместе. В Кыргызстане, допустим, дома, ну вот в одном дворе, ну, допустим, разные, да, и это считается раздельно. Ну, вот тут мне не хватает знаний сельского Киргизстана, я не был ни в селе, ни в Кыргызстане, ни в Южном Казахстане. Тяжело это понять. Ну, как бы Северный Кавказ я себе примерно представляю Россию. Вот, как там, ну, там влияет. А вот в Средней Азии почему-то не. Так, будут ли еще у коллег вопросы? Здесь тоже, кстати, интересный момент получался с экономической точки зрения. То есть, с одной стороны, если у нас многопоколенческие семьи, мы там что-то экономим за счет эффекта масштаба, да? А с другой стороны, это приводит на долгосроке к высокой рождаемости в ранних возрастах, и мы теряем вот, человечество. Ну да, я об этом тоже подумал, что мы теряем человеческий капитал, именно вот то, что вы говорили, да, из-за ранних не успевает, да, накапливать, нечего отдавать потом. Ну, Ни смотрите, ребенку, ни семье, ни рынку, да, ну ни смотрите, Чур, я, государству. например, среди российских экономистов, не могу сказать, что слишком сильных экономистов, но позиционирующих себя экономистами, слышал такой момент, что если вот большая семья, сразу говорят, вот как в Киргизии или как в Таджикистане, вот когда видите, там сплошная экономия. Ну вот мне кажется, что вы мне можете возразить по поводу этой экономии, и Галина Купина возражала, мне кажется, тоже, что проблематично, не такая уж и экономия. Да. Так, я думаю, у нас время подошло. Хотел бы поблагодарить наших спикеров за отличные доклады. Я думаю, вот доклад наш совместно с Жилдос Пулатовой можно будет еще дополнить после того, как Владимир Александрович нам подсказал некоторые интересные вещи. Я бы хотел поблагодарить организаторов, Университет Центральной Азии, Да, Фонд большое спасибо. народонаселения, Всемирный банк, АУЦА, ISDC и ГЗ за то, что помогли организовать данную платформу, именно демографическую. И думаю, в будущем демографический раздел будет неотъемлемой частью нашей большой уже конференции «Laughing Кыргызстан». Большое спасибо за приглашение, товарищ. Большое спасибо Университету Центральной Азии. Мы с ним в Кишиневе пересекались буквально 2 недели назад. Спасибо тоже от организаторов. Думаю, в этот раз роль ЧУРО в инициировании обоих сессий по демографии была очень большой. Спасибо, ЧУРО, за эти усилия. Мы очень рады были узнать новости на этом фронте и познакомиться с исследователями, с коллегами из России.